полпути проехал до первой избушки. Всем большой привет из Коми. Сегодня я уже на трицикле. Ту-ту-ту. У меня ящик открылся. Резина упала, пропала. Вот она. Блин. А нормальный этот надо. Что-нибудь, крепеж какой-то хороший. Срывается оттуда. На СР еду 32 Life Pro. Вот такая вот зверюга, блин, ребят, вот. Как бы немножко стараюсь вам тоже что-то записать, какое-то покатушки. Но на данном участке нет такого места, где бы я застрял на нем. Едет. Где уже непроходимо, скажем. У него нагрузка такая получается, но он все равно идет. Вот. Задние покрышки гребут капитально. Вот это мне понравилось в этой технике, вообще огонь. Да и сидишь, радуешься. Вот если сейчас мне поехать на УАЗике, скажем, до первой избы, я бы еще там ехал потихоньку, помаленьку. Да и лужи там, скажу вам, не очень приятные. По лужам ездишь, переходишь через речку, все подшипники, вода заходит, в мост зайдет. А тут как зашел, так и вышел. Нечего бояться тут. Все открыто, все хорошо. Два подшипника на заднем оси. Два подшипника. Сейчас покажу. Вот, ребят, один подшипник там. И вот тут второй подшипник, который смазывается, ничего не надо разбирать. Все на виду. Все, больше нету тут подшипников на ходовой. Там вот колеса. Вот здесь два подшипника. Ну и передние, это понятно. Вот тут еще подшипник, вот тут. Вот там сальник стоит. Время от времени, если придет время, вот здесь или подшипник поменять, или смазать как-то. Все. Самая простейшая техника. Удовольствие получаешь, когда ездишь. Вот, ну что сказать. Я сегодня без тулана. Собаку сейчас больше брать не буду. Потому что весна. Ну, как уже начало лета. Сейчас уже все птицы, звери уже на гнездах. И кто-то уже с малышами там. До июля собаку брать не стану. Птица на крыло встанет, уже все. Дальше пойдем с собакой в походы. В планах у меня взял удочки. Две удочки. Ящик рыболовный, который, не знаю, потеряю или нет. Блин, что-то все вроде на месте или что-то не хватает, я не понимаю. Надеюсь, ничего я не потерял. В общем, две удочки тут. Рюкзак, бензопила там. Бензопила взял Husqvarna сегодня, после ремонта он. Возле избы там я показывал сушину. Попробую там попилить. Именно бензопилой. Или если я так сделаю. В принципе, можно. Вот. После ремонта бензопила. Посмотрим, как он будет пилить. Мастера у нас в нашем селе тоже есть. Ремонтируют любой каприз за ваши деньги. Там нету такого слова не получится или не буду, не хочу. Лишь бы принесли, ремонтируют.
Надеюсь, все у них получилось тоже. Вот бензопила. Я дома по мелочи проверил, там попилил. Комары уже летают. Не скучно будет. Хочется попробовать порыбачить. Ну и там еще бытовые дела. И все я это буду показывать. Дрова спилить и банку краски еще взял. Может где-то что-то буду красить. Это уже вы увидите, что буду я красить. На что пойдет эта банка краски. Ну и всем, конечно же, приятного просмотра. Кто только подписался, спасибо вам за подписку. Пишите, комментируйте. Всегда рад читать хорошие комментарии. Вот. Сегодня день вообще безоблачный. На днях гремело, гром, молния, там гроза была. Сегодня вот такая шикарная погода. Черемуха цветет. Погода и природа, все меняется, все зелено уже. Вроде сейчас недавно еще снег. По снегу я на девятке ездил, а сейчас уже, смотрите, уже на трицикле ездим. Сезон открыли. Для летних походов вообще. Я не знаю, как еще это озвучить. Просто делюсь своей эмоцией и своим, как бы от этого удовольствия получаю, чтобы если кто-то решается, но сомневается купить, если купит, то он, думаю, будет так же радоваться, как и я. Возле избы там медведь живет. Вот я в прошлый раз вам озвучивал, когда ездил на вторую избу, где-то туша лося. Там действительно, мне потом видео лично отправил человек с нашего села. Он тоже заснял. Там, ну буквально вот от реки, вот почему я не заметил, но он выше, чуть-чуть на берегу. Там можно было бы фотоловушку, конечно, поставить. Один как-то, не знаю, решусь туда сходить или нет. Что-то боязно. Медведь крупный. Посмотрим. Вот. Поеду здесь напрямик. Тут остановился, пусть немножко подостынет. Я всегда останавливаюсь. Каждые 10 километров это проехал, остановился, охладел и дальше едешь. А не так, что вот, скажем, пока бензин не закончится, ехать. Лучше почаще останавливаться, там подостынет, отдохнет, все. И дальше путь. Хорошо, ветерок есть. Посмотрим здесь, надеюсь, проскочу. А тут через дорогу там с озера вода, еще, наверное, там идет. Может даже и не перейти там глубоко. Вот так, ребят, вот такое начало. Посмотрим, какой будет день. В планах у меня с ночевкой съездить. Уже потом не знаю, как получится походы. Сейчас пока мало комаров и думаю, съезжу, там бытовые дела сделаю. Потом дома работы очень много будет. Там июнь месяц не до походов, а в июле опять будут походы у нас, сенокос и все остальное. Где-то числа 10 уже сено скосить съезжу, 10 июля. Вот. Ну все, погнал я дальше. Приятного вам просмотра. Да, комары все больше и больше. Так, это что тут у нас? Надо что-то придумать насчет цепки вот этого. Не очень хорошо. Что-то не нравится вот это все мне. Вроде все. Ничего не потерял. Не знаю. Тут задняя и передняя передача. И больше ничего тут нет. Желательно всегда с этим с подсосом, но иногда бывает и не надо. Поэтому
Не угадаешь, как он возьмет. Но, в принципе, Лифан не такой капризный двигатель. Пока. Что дальше будет, не знаю. Все. Одного рябчика видел. Дождей мало, быстро сохнет дорога. Так, ребят, мост не уплыл, но тут немножко течением, чуть-чуть сдвиги какие-то были, наверное, приподняло мост. Тут начинают копать, и каждым годом все больше и больше будет здесь дыра. И с другой стороны то же самое. Но здесь терпимо еще, но все равно, как бы, сейчас я что-нибудь буду подкладывать. Вот. На УАЗике уже будет неудобнее, конечно. Тут еще вот этот, там лодку оставили. Ну, терпимо, это нормально, как бы. Самое главное, он не уплыл, и то хорошо радует. Так, и с другой стороны сейчас еще бревно подложу. Парень. Как будто отсюда еще что-то надо. Яма нехорошая.
все. Я-то точно проскочил. Чолом здорово, Карка. Ледь уж не шотчины. Все, приехали. Благодать-то какая. О, еще вообще мало травы. В июле приедешь, большая трава уже. Хорошо. Все, ребят, я добрался до избушки. Дорога не сложная была, не тяжелая. Вообще легко приехали. Не спеша, спокойно. Со съемками, с остановками. Речка. Вода еще ушла. Ого, ельцы. Ого-го. Ого. Елец идет, ребят. Вижу их. В большом количестве даже вижу. Угу. Кормится елец. Да, не крупные я вижу. Надо подкормить, там очень много их. Прям куча. Надо подкормить и рыбачить вот тут. Недалеко от избы. Ну все, сейчас буду обживаться. В принципе, костер разведем там. И чайник сварим с водой там. Кипяток. Чай. Потихоньку, помаленьку будем обживаться. Ну вот. Пчелам здорово. Тут все хорошо. Пока затапливать не стану. Не так холодно тут. Я имею в виду, не так прохладно. А я оделся по-зимнему. Надо раздеться. Как я доехал, записал видео. А потом выключаю камеру, и она странно выключилась, не знаю, записалась или нет. Я, в общем, на избушке. Все хорошо. Сейчас буду выгружаться. Как и говорил, ну, тут взял вещи, еду. Дальше получается донка у меня тут, которые разматываются нехорошо. Вот он размоталась. Так, дальше 2 удочки взял. Может, вечером порыбачу. Хочется с удочкой посидеть. Ящик рыболовный, что зимой, что летом. Одним ящиком пользуюсь вместо сидения. И все вещи там, носки, краска золотисто-коричневого цвета для пола. Бензопила. Сейчас тоже бензопилой буду работать. Попробую. Если будет работать, ребят, я вон там дрова спилю. Вот. Дрова спилю, туда сложу, и уже на УАЗике можно перевозить. Вот так вот. Все.
Еще это после ремонта у меня Husqvarna 340 старушка. Еще как бы ого-го работает. Нормально. Ну и все. Вот эти домки еще надо собрать. Все у меня размоталось. Ай-яй, нехорошо. Как нехорошо. Как нехорошо все. Затапливаю избушку, ребят. В общем, первоначально показалось, что тепло в избушке, но нет, ребят. Лучше затоплю. Побыл и понял, что прохладненько тут. Вот. Разгрузил рюкзак, привез картошку, банка консерва, 2 бич-пакета, которые один сейчас я сразу заварю, сосиски, хлеб, ну все остальное у меня есть в наличии, макароны там, тоже консервы и все остальное. Сейчас буду ждать, когда закипит чай. Чайник закипит, заварю бич-пакет, ну лапшу, я имею в виду на скорую руку. Чуть позже потом из сосисок сделаю шашлыки. Первая задача сегодня у меня в данный момент, что вот я краску привез, это буду мазать лодку перед тем, как я спущу. Сегодня, может, даже и спущу лодку. Хочу на щуку там донки поставить. Вот. И каждый год я крашу. Сейчас покажу. Так, сюда потащу. Ничего страшного с ним не случится. Так, круговую вот здесь на загибе, где вот жесть, покрашу. Ну и с внутренней стороны видите, как все покрашено, чтобы вода меньше заходила. Вот. Эта лодка сделана вроде бы прокладка, и помазал я краской, и краска высыхает, и он не держит, вода заходит, воду не держит, имею в виду. Если на герметик сделать, он будет герметичный, а уже вот это, как сказать, сейчас скажу, краска или смола, тоже та же смола, она высыхает. Так что имейте в виду, лучше сделать на герметик прокладку, я имею в виду. Так, поставлю, покрашу по-быстрому, потом до вечера он подсохнет, и уже вечером могу я смело выйти на речку. Вот. Ну вот тут, вот видите, загибы жести. Вот. А тут пройдусь. Ничего страшного, разноцветная краска будет у меня золотисто-коричневая в данный момент. Вот. Вроде щелины нету. Но, блин, где-то все она заходит. Места, где гвоздь прибит там, да и доска, вон, смотрите, трещины идут. Она лопается. Если из ПНД лодку сделать, это уже на человеческий век
хватит. Он долговечный. Вот. Ветер поднимается. Ветрище. Все, печка разгорелась. Все отлично. Ну вот так, потихоньку, помаленьку, не спеша, спокойно. Заварим чай, лапшу и будем уже делать. Не так много дел вообще. Быстро все можно. Главное, пила, чтобы работала. Так вот, проверим, как он будет работать. Сейчас пусть воздух поменяется, в избушке теплее станет. Не, прохладно все равно. Вот я в зимней одежде зашел, там думал, все четко. Да нет, постелил там без простыни одеяла пока. Чайник уже закипел. Можно туда еще подкинуть дрова. Пусть горит. Запах дыма. Сейчас заварим завтрак на скорую руку. Особо заморачиваться как-то на готовку с утра не хочется. Можно суп сварить, шашлыки пожарить. Все это дело можно сделать. Вот, пожалуйста. Просто быстро. Ну, не скажу, что сытно. Вот так вот. В общем, ребят, решил я еще пожарить сосиски. Угли хорошие, ну и к лапше не помешает. Так, это потом костер закину, чтобы запаха лишнего не было. Вот так вот. Ну и второе еще по 2 штуки так сделаю. Думаю, получится вкусно. Сосиски, они готовятся быстро и почему-то вкусные. Вот. Ну вот так. 2 руками 2 штуки сразу буду жарить. Вот, ребят, смотрите, уже результат налицо. Красивенькие уже становятся. С прожаркой. Вкусный завтрак будет. Шашлык на углях, на огне. Тема хорошая, шашлыки, это летняя тема. Надо попробовать взять шейку свиную тоже дома, сделать шашлыки. Говорят, от шейная часть, она мягкая, вкусная получается. Я обычно тазобедренную, котлетную беру жарить. Ну, в принципе, вот, все готово. Отлично получилось. Ну, следующее тоже так буду жарить. Уже будем завтракать. Вот, ребят, сосиски обжарил, пожарил и еще вот лапша. Вот такой завтрак. Завтрак хороший, вкусный. Давайте попробуем. С дымком. Неплохо получилось. В общем, сейчас я завтракаю и дальше что-то буду делать. Начну с лодки, потом уже пойду пилить дрова. Ну вот. Чай горячий. Заварил свежую заварку. Все здорово.
Вкусно.